Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 27 января по 3 февраля 2020 года для стрельцов. На колоде Таро посмотрим отношения, работу, финансы. А на колоде Цыганский оракул посмотрим совет на неделю. Посмотрим, какие важные события будут происходить на этой неделе для стрельцов, на чем будут стрельцы концентрироваться. Выпадает карта старшего аркана правосудия, две карты на отношения для тех, кто в паре, для тех, кто ищет партнера, для тех, кто работает, три карты, и на финансы карта. Карта старшего аркана правосудия, как общая энергия недели, говорит о том, что будет очень много моментов, связанных с какими-то важными решениями. Может быть, нужно будет подумать о том, какие люди нас окружают, действительно ли мы находимся в таком балансе в отношениях, то есть мы отдаем столько же, сколько и получаем от своих близких. Также это повод задуматься о том, насколько мы полезны своему окружению. Карта говорит о том, что может быть на этой неделе получение каких-то приятных подарков, сюрпризов. Здесь может быть время, проведенное с комфортом, может быть какая-то возможность посетить красивые места, либо, может быть, сходить на какие-то концерты, театральные какие-то представления и так далее. То есть здесь вот все, что связано с искусством, с красотой, тоже может на этой неделе приходить. Карта говорит о том, что могут быть заключены какие-то важные соглашения, договоренности, и, может быть, для этого действительно пришло время подписать какие-то бумаги, закончить какие-то важные дела. И эта неделя, она как бы подводит итог какому-то периоду очень важному, и мы на этой неделе получаем все по справедливости, то есть что заслужили, то на этой неделе и получили. Давайте посмотрим, что в отношениях у стрельцов происходит. Выпадает пятерка чаш для тех, кто в паре, и эта карта говорит о том, что, скорее всего, вы слишком переживаете о том, что ваш партнер как бы пользуется популярностью у других людей, у своего ближнего окружения, и вы по этому поводу переживаете. Карта говорит о том, что это совершенно не стоит того, то есть вы, скорее всего, зря так думаете, потому что когда вы как бы обращаете внимание на то, что ваш партнер находится вот во внимании других людей, вы в это время как бы настраиваете его отрицательно, да, то есть вы его настраиваете по отношению к себе негативно. То есть, наоборот, нужно проявить себя так, чтобы ваш партнер стал думать о вас как о самом подходящем для себя человеке. Нужно обратить внимание на свою внешность, на свои чувства, на свой настрой, на настроение, для того, чтобы действительно вы были человеком для него единственным, желанным, человеком, который вообще ни на кого не похож, на которого можно опереться, с которым общие цели и планы. То есть вы должны стать для своего партнера таким вот притягательным, да, и обязательно нужно сосредоточить внимание на себе, на том, как мы выглядим, на том, что мы чувствуем, что мы думаем, и тогда действительно партнер обратит на нас внимание. Вместо того, чтобы расстраиваться по каким-то пустякам или накручивать себя, думать о чем-то негативном, может быть, действительно для этого и есть какая-то причина, но если мы будем переживать, здесь проблема никак не решится. Нужно как раз кардинально поменять собственный настрой, и тогда все действительно может повернуться в вашу пользу, и ваш партнер как раз на вас обратит внимание. А теперь для тех, кто ищет партнера, семерка мечей выпадает. Карта говорит о том, что, скорее всего, будет много встреч, много людей, которые вообще никак не затронут наше сердце, наши
как бы чувства, разум и так далее, да, но будут люди и такие, которые нам действительно понравятся. И здесь вот нужно самое главное обращать внимание на то, что человек представляет из себя как разумное существо, да, то есть насколько он действительно может правильно распоряжаться своей жизнью, насколько он трезво мыслит. То есть вот выбирать нужно таких людей, которые обладают действительно таким трезвым мышлением, правильным взглядом на жизнь, на мир, и с которым у вас эти взгляды сходятся. Также неплохо было бы вот на этой неделе заняться своей внешностью, может быть, как-то себя порадовать, купить что-то себе красивое. Может быть, действительно нужно выйти в люди, да, нужно будет посетить какие-то мероприятия для того, чтобы вот все время находиться в кругу людей, для того, чтобы у вас был выбор. Но здесь даже не так важно вам встретить человека, как важно поменять настрой. Вам нужно почувствовать себя человеком, который стоит внимания. Вот если, допустим, на этой неделе действительно заняться вот этим вопросом, как бы повысить свою самооценку, то тогда как бы автоматически у вас начнет меняться окружение, будет меняться, соответственно, и ваше настроение, и возможности будут новые приходить. Давайте теперь посмотрим, что будет в работе у стрельцов на этой неделе. Для тех, кто работает, выпадает рыцарь мечей. Очень много будет задач, которые нужно будет решать. Скорее всего, тут даже будет хотеться как бы успеть везде и сразу, такая суета может быть, и карта сразу предупреждает, что для того, чтобы действительно неделя прошла плодотворно, успешно, нужно иметь цели, нужно иметь план дня, план недели, чтобы точно знать, что важно делать, что не важно, и тогда не будут распыляться вот усилия наши. Кроме того, может быть, какие-то ситуации происходить на работе довольно-таки критические, да, может быть, кто-то будет критиковать из коллег, из окружения, начальства, может быть, либо могут быть какие-то ситуации, связанные там с информацией, с бумагами, которые вот либо не решаются, либо решаются не так, как нам хотелось. В общем, какие-то помехи на этом пути. И придется вот что-то решать, добиваться, успевать везде, договариваться и так далее. То есть здесь вот действительно нужны такие наши пробивные способности для того, чтобы вот какой-то вопрос решить очень важный. И, скорее всего, для этого потребуется, может быть, даже помощь со стороны людей, которые вот обладают возможностями, властью, связями и так далее. Также хорошая неделя для поездок, командировок, для решения вопросов, связанных с техникой, допустим, там компьютерной, да, вот с чем приходится работать. А для того, чтобы новые связи какие-то приходили в вашу жизнь, да, вот в вашу деятельность, то здесь действительно вот на этой неделе можно значительно увеличить круг клиентов, как-то увеличить возможность, как бы расширить свою деятельность. Но самое главное вот соблюдать осторожность в словах, быть человеком очень таким внимательным, да, не нужно позволять себе каких-то резких слов, критики и так далее. То есть нужно стараться вот коммуникабельным человеком быть для того, чтобы все было в порядке. Может быть, кстати, какое-то повышение, продвижение каких-то важных дел, может быть, продвижение по службе. В общем, такая неделя, когда идет как бы набор опыта такого очень важного, полезного, который впоследствии пригодится. Для тех, кто ищет работу, выпадает двойка жезлов. Карта говорит о том, что есть человек, который вам может помочь в том, чтобы трудоустроиться, и причем вы будете, в принципе, очень довольны этим. Кроме того, может быть, вы попадете в такой коллектив, где будете чувствовать себя как бы
членам команды, да, воспримут, ваша работа нужна будет вот тем, кто вас окружает. То есть здесь действительно вы будете чувствовать свою полезность, вы будете чувствовать себя на своем месте, получите удовлетворение от того, что вы делаете, потому что будете видеть результаты труда общего. И вообще здесь действительно могут быть очень хорошие такие отношения в коллективе. Скорее всего, вы будете заметны, будут отмечать ваши способности, таланты и так далее. То есть, хорошая очень возможность. Двойки – это всегда сотрудничество, да, то есть самое главное здесь уметь ладить с людьми, с клиентами, с начальством и так далее. И тогда действительно будут хорошие результаты. Кроме того, эта карта еще и ответственности. То есть, если вы решитесь взять на себя ответственность какую-то, может быть, непривычную какую-то для вас, то очень хорошие результаты вас ждут. Для тех, кто имеет свое дело, выпадает карта старшего аркана «Императрица». И это карта творчества, карта, когда все ладится. Вот абсолютно удачно работа, взаимодействие с другими людьми, управление, приходят деньги, реализуются проекты. То есть здесь вот абсолютно все успешно. Есть помощники, есть люди, которые относятся к нам уважительно, есть люди, которые прислушиваются к нам. Ну и, конечно же, это карта такой особой удачи. Вот когда все, что бы мы ни задумали, все начинает реализовываться. Давайте теперь посмотрим финансы для стрельцов. Выпадает карта «Император». И карта говорит о том, что с финансами будет все благополучно. Они будут зависеть или от нас, от нашего правильного управления нашими деньгами. И, может быть, здесь вот эта карта человека, который занят своим делом. Да? То есть это либо будет начальник, для тех, кто вот по найму работает, который будет хорошо оплачивать вашу деятельность, либо вы сами будете вот от своего дела получать очень хороший доход, который будет стабильный, который будет составлять безопасность вашу финансовую, да, то есть здесь действительно все прочно и стабильно. Но если говорить о предупреждениях этой карты, то нужно обязательно, чтобы все доходы были законными, это раз, все договоры, связи и так далее тоже, чтобы на законной основе заключались, и также нужно обязательно создать безопасность для ваших финансов. То есть нужно таким образом ими распоряжаться, чтобы они сохранялись, да, то есть была возможность в безопасности оставаться и вам, чтобы у вас всегда были деньги, и чтобы деньги тоже каким-то образом у вас были в безопасности, да. То ли меньше говорить о том, какие у вас доходы, то ли, может быть, здесь не доверять даже вот каким-то людям проверенным, то есть только на себя полагаться в этом вопросе. Можно, конечно, взять, воспользоваться помощью, советом человека, который действительно вот сам умеет распоряжаться своими деньгами, у которого свое дело. Вот у такого человека можно поучиться взять совет по поводу денег. Но очень хорошо здесь все получается. Кстати, здесь могут быть какие-то хорошие суммы денег получены, какие-то вопросы, связанные с недвижимостью, могут решаться, потому что это у нас четверка, связанная с домом, цифра. В общем, здесь действительно все благополучно с финансами. Теперь цыганский оракул. Это совет для стрельцов на неделю. Посмотрим, что он нам советует. Выпадает карта трансформации, карта смерть. Она говорит о том, что эта неделя действительно очень важная. Что-то будет меняться к лучшему, естественно, будет уходить все ненужное. Если мы посмотрим вот на эти карты, да, то, допустим, в отношениях будут уходить какие-то
лишние переживания, да, будет налаживаться все, и ваши отношения будут переходить на новый уровень. И совет вам этой карты: обязательно стремиться к тому, чтобы все решать, не замалчивать все, не стараться как бы без изменений оставить ваши отношения. А если, допустим, вы будете стараться, вы будете как бы переключаться сами, в общем, будете в отношениях совершенно по-новому себя вести, да, вот как по этой карте, то есть возможность действительно в отношениях все поменять кардинально. То есть нужно заняться собой, заняться своим настроением, внешностью, и все у вас изменится. Также карта говорит о том, что в делах тоже будут какие-то улучшения значительные, скорее всего, какая-то суета, какие-то мелкие проблемы уйдут, и есть возможность выйти на новый уровень. Здесь действительно вот по финансам очень хорошая карта. Это карта, которая говорит о стабильности, о достатке, о возможностях, о власти. И вот на этой неделе, скорее всего, у вас будет вот такая вот большая перемена. Очень хорошие возможности открываются. Не нужно бояться, если что-то уходит из жизни. Карта говорит о том, что это необходимо. Нужно обязательно отпускать все лишнее, иначе оно тормозит приход нового, приход удачи. Друзья, желаю прекрасной недели, желаю, чтобы как можно лучше сбывалось, чтобы всегда вас окружали любимые люди, друзья, чтобы у вас все ладилось. Всего вам доброго, до новых встреч.